Добрый. Хайырлы кич, хаумыгыз. Я сегодня Всемирного крутая Башкир запустил новый проект Инстаграм интервью. Привет, Айрат. Привет. Ты куда-то уезжаешь уже? Нет, я ехал в театр, там у меня Wi-Fi, но Заки Валиди стоит просто пробка, и поэтому я не доехал, и вот в машине включился. Ну, хорошо. Хорошо, что включился. Я для тех, кто будет слушать нас, Айрат, и мы будем говорить с тобой о театре, о национальной культуре. Я бы хотел сказать личную немножко преамбулу рассказать, потому что в рамках Всемирного Курултая Башкир на исполкоме мы неделю назад обсуждали стратегию развития башкирского народа. И в последнее время очень много споров идут исторических, очень много идет вопросов к настоящему времени. Но мне кажется, прежде чем создать такую стратегию, необходимо понять некий образ будущего. И в какой-то момент я сделал для себя такую аналогию, что вот, к примеру, есть физкультура, да, вот человек, который занимается спортом, пытается создать свою фигуру, он создает образ будущего себя. И, наверное, с моей точки зрения, культура тоже создает некие образы будущего, образы тех ценностей, тех представлений о человеке, чего мы следуем мы как режиссеры. И мне бы хотелось бы... я понял для себя, что образ... можно говорить теперь с представителем, кто занимается национальной культурой, над неким образом будущего, именно в национальной культуре. И я, естественно, сразу подумал о тебе, так как ты являешься главным режиссером Башкирского академического театра, а это все-таки флагман там, башкирской культуры, это то, что, с чего, в общем-то, все, мне кажется, у нас там в период прошлого века начиналось, и поэтому мой, как скажем, выбор сразу пал на тебя. В общем, вот такая преамбула. И я бы хотел помечтать о будущем театра, но прежде всего я хотел бы все-таки поговорить о театре, о том, что было в театре, что есть, и, может быть, найти какие-то интересные идеи. Я тебя еще раз поздравляю с назначением главным режиссером Башкирского драмтеатра. Тебе не кажется, что это очень такая ответственная очень миссия для любого творческого человека? Да, конечно. Ответственный, да. А слышно меня? Очень хорошо. Хорошо. Дальше что-то говорить. На этом мы заканчиваем свой эфир. До следующих встреч. Окей, хорошо. Ответственный. И что под этим словом ответственный ты понимаешь? Ну, слово ответственность, это значит отвечать за что-то. Ну, мне кажется, я под этим понимаю, что лежит какой-то груз, ответственность за уровень Башкирского национального драматического театра. Вот. А в чем уровень этот определяется с точки зрения, какие критерии являются для тебя? Вот если, к примеру, будет период, когда ты начал работать в театре, сейчас начинается новый этап, новая некая, наверное, новый какой-то этап для театра. Вот он когда-то закончится, да, и у тебя тоже будет в жизни вопрос к себе, да, сделал ли ты что-то, добился ли ты каких-то своих, там, я сейчас мягко говорю, там, показателей, да. Что является критерием того, что ты получил результат, который хотел? Я как-то не очень затачиваюсь на результат, а больше, наверное, на процесс. Уровень, если отвечать на вопрос, что такое уровень, наверное, может быть, если просто ответить, это интересен этот театр или не интересен. Причем мне бы хотелось, чтобы это было интересно не в узком понимании, не в узком кругу там каких-то национальных зрителей, фанатов театра, а чтобы этот круг был чем шире, тем лучше и на общероссийском уровне, и, может быть, мировом даже. Вот. То есть
ну, на самом деле, с точки зрения, ну, вот как театра, да, все-таки это национальный театр, потому что я вот недавно разговаривал с режиссером и из Москвы, представителем из республики, и у меня как-то так все время подкрадывалось вопрос, вот как уживается, да, сегодня вот национальное искусство, например, в республике, да, потому что есть российское кино, ну, например, как представитель кино. И когда я работаю в кино, в башкирском, да, в национальном, естественно, многие, как скажем, многие возможности немного ограничены, да, и технические, и финансовые, и как сейчас развивается национальный театр с твоей точки зрения? Вот какие есть плюсы, Кстати, минусы? Давай я буду тебе по-башкирски задавать, и ты тоже. Я по-русски, ты по-башкирски. Будущее башкирской культуры. Но на самом деле мы расширяем, Айрат, тем самым, ну, как аудиторию в том числе. Ну да, я понимаю. Это, ну вот насчет национальный театр тоже, вот, по моему мнению, есть, ну, такая маленькая путаница в терминологии, потому что в основном, когда говорят национальный театр, ну, подразумевают театры, которые играют свои спектакли не на русском языке. Вот их называют национальным. А если как бы поглубже посмотреть, то, мне кажется, любой театр, русский он тоже национальный. Он национальный русский театр. Вот. И по финансированию я не знаю. Конечно, федеральные, там, московские театры, они намного отличаются бюджетами, чем наши национальные. Вот. А по поводу спектаклей, ну, мне кажется, что надо ставить национальные спектакли, но, опять-таки, так, чтобы это трогало, чтобы это было интересно, не только, вот если вот говорим про башкирский театр, чтобы не только было интересно башкирам, а, ну, условно скажем, там, каким-нибудь португальцам даже, или, ну, то есть это, чтобы было общечеловеческие какие-то темы. Угу. Вот. Скажи, пожалуйста, ну вот есть у республики, есть внимание вовне, да, когда мы прям рассматриваем продукт, который ты делаешь, да, который, ну, как скажем, есть очень много, как скажем, продуктов, которые можно делать вовнутрь и вовне, да, то есть можно делать для внутреннего рынка и тем самым делать вот для... И в то же время все-таки это разное, ну, позиционирование, разное материал, мне кажется, когда ты делаешь на вне продукт, да, или на внутренний. Или все-таки можно найти какую-то такую золотую середину? Ну, может быть, это в кино так, ну, четко. У нас, ну, я не замечал такого разделения внутренний и внешний. И еще более того скажу, что, ну, вот как слава приходит со стороны же, да, то есть вот спектакли, которые, ну, какой-то имели резонанс вне республики, там, в Москве, в других республиках, именно эти спектакли почему-то и вызывают повышенный интерес и здесь тоже, ну, как ты говоришь, во внутреннем рынке. Вот, допустим, та же самая «Зулейха», даже были моменты, когда из Казани, 500 километров от Уфы, да, некоторые зрительницы, они как бы по соцсетям договаривались, соединялись, нанимали такси, приезжали из Казани в Уфу смотреть спектакль, смотрели, они заранее бронировали билет, потом гуляли чуть-чуть, ну, ужинали, гуляли по Уфе и уезжали ночью обратно в Казань. Вот. Ну, вот. И вот когда делаем спектакль, ну, редко, когда вот, ну, это моя, наверное, может быть, это особенность, я редко задумываюсь, ну, как бы, менеджерский, как бы, какой продукт на какого зрителя и сколько, ну,
как бы сколько будет у него зрителей, да. А вот когда делаю, в основном эгоистично подхожу. Вот как бы меня трогает или не трогает, меня волнует или не волнует. Если меня волнует, то я делаю это волнительно. И иногда так получается совпадение, что и других тоже почему-то волнует, оказывается. Вот. Скажи, как поменялось, ну вот с точки зрения твоего статуса, да, как поменялась вот работа сегодня в Башкирском театре? Какие планы, ну так скажем, есть творческие? В этом году, наверное, что-то не получилось из-за внешних процессов. Расскажи, какие хотите, какие планы у вас творческие? Ага, сейчас. Ну вот меня, в принципе, год уже, как я главный режиссер. Это уже второй мой заход на эту должность. 7 лет назад я уже был однажды. В принципе, с заходом на эту должность у меня лично мало что поменялось. Я как работал режиссером, так работаю. Ну, конечно же, побольше стало таких мелких вопросов организационных. Иногда очень много времени и сил на это уходит, и иногда даже репетировать и думать о спектакле, о пьесе, поменьше времени. По поводу планов, наверное, мы продолжим то, что мы запланировали. В этом году впервые у нас был такой вот проект «Бэби-театр». Это такое направление, оно пришедшее, в Россию из Запада. Это не ТЮЗ, это не молодежный театр, это не сказки там про зверюшек, да, а это, через театр контакт с детьми, начиная с рождения, то есть спектакли категории 0+. Вот. Также на тему Великой Победы мы ставили. Вот, а продолжим, наверное, каким-то театрализованным представлением на основе документов, реальных событий, посвященных Шаймурату Генералу. Дальше в планах выпустить спектакль. Вот молодой режиссер Ильсур Юлаевич Казакбаев ставит, муж с женой снимут комнату. Он уже начал читки, репетиции в том сезоне до карантина. Вот. Повесть, то есть это даже, по-моему, роман Тансулпан Гариповой под названием «Бюрякей», «Буренушка». Над ним будем работать. Также адаптация и перевод пьесы, комедии Островского «Шутники» будем делать в стиле национальной классики. Будет такая имитация Карим Тинчурина. Вот. Ближайшие. А в перспективе дальше есть и Чехов, и Шекспир тоже. Угу. Очень интересно, так скажем. Видно, что у тебя в голове прям прописан этот список. Ты, по-моему, каждый день его, по-моему, там зубришь, да? Чтоб не забыть. Нет, половину я даже сейчас не сказал. Как-то... Да. Слушай, очень много и здорово. Я все-таки, как представитель вот сейчас Куртуай Башкир, мы действительно сейчас, я пытаюсь проанализировать, что у нас с национальной литературой, с национальной музыкой. Театр начинается не только с вешалки, но и с драматургии, да. И в этой части, вот у нас в кино, к примеру, нет такого вот большого объема литературной основы, да, чтобы вот там, потому что мы, наверное, у нас нет такого культуры, там, делать ремейки, там, да, очень много. Мы, в общем-то, всегда у нас оригинальный продукт. Что с драматургией с точки зрения вот того выбора, который ты имеешь, насколько он тебя удовлетворяет, какие, тебе кажется, сейчас процессы идут в литературе драматургической? Драматургия – это самый сложный жанр, и не то, что у нас в Башкирии, и в России, говорят, очень мало хороших пьес, да, а у нас пишущих
ну, то есть написанных на языке, на башкирском, еще в разы меньше. Вот. Но, к счастью, современный театр сегодняшний, он немножко отошел от вот этой догмы, что основа спектакля – это обязательно пьеса. То есть сейчас есть спектакли, основанные на разных ну, как бы жанрах, не только на литературе. По картинам есть, спектакли есть ну, по картинам художников, есть спектакли по документальным записям, есть спектакли, основанные на реальных, ну, как бы человеческих судьбах, да. И вот сейчас такой вот шеф-драматург, это новая такая как бы должность. И в некоторых театрах заведующий литературной частью совмещает это. То есть любая пьеса, которая берется, даже любая литература, она адаптируется под театр, под конкретных актеров. И вот даже, допустим, тот же самый Шекспир, да, сейчас мало в каких театрах бегают в лосинах с париками, со шпагами, да, то есть берется тема, ну, какая-нибудь там Гамлета, да, и это все адаптируется под ну, современную какую-то тему. Вот. У нас в Башкирии проза сильнее, чем драматургия, и качественной, хорошей прозы больше, чем пьесы. И я уже, ну, можно сказать, давно не, ну, как бы не стесняюсь, работаю именно с прозой даже. Вот, ну, какие-то спектакли там «Прилетание за кукушки», «Черноликие», «Караидер», Мажид Гафури или там вот «Зульфиха». Это все проза, это не пьесы. Мало того, я еще в последнее время за собой... вот в Стерлитамаке еще я поставил спектакль по Биглы, тоже по прозе. Спартак Ильясов, это автор. Ну, как бы я начал замечать за собой еще, что вот если раньше как делали, сначала прозу какой-то писатель, драматург или кто делал инсценировку. Это что значит? Это берется проза и переделывается в диалоге, в пьесу, да? Вот. И эту пьесу, то есть инсценировку, уже ставят. А в последнее время я замечаю, что у прозы есть ну, какие-то качества сильные, те, которых нет в пьесе. Допустим, в пьесе пьеса, она по структуре уже, ну, как бы смонтирована. Там персонаж и черточка, и дальше что он говорит. В скобках пишут там ремарки. Присел на стол, встал или еще что-то. А в прозе очень много материала для монтажа. То есть не киномонтажа, а театрального, текстового монтажа. И режиссеру иногда даже больше свободы в прозе. И в последнее время я понял, что прозу можно еще и ставить не инсценируя. То есть в процессе репетиции иногда возникает сама пьеса не заранее. Не сидишь за столом в одиночку, да, а прямо с актерами во время репетиции проза превращается в пьесу. Но это, конечно, очень изматывает актеров, потому что многие сцены, которые они выучили, которые срепетировали, они иногда вылетают. Потому Срезается. что, да, когда ты смотришь сквозное спектакль, ты понимаешь, что классный кусок, но он не про это, он немножко вываливается. И вот актеры, конечно, иногда мучаются, потому что постоянно какая-то неопределенность, постоянно поиск, и психика, она же устает, особенно эмоциональная психика актеров, им же все равно нужно какие-то эти берега, да, когда мы доплывем, да, вот. Иногда даже были случаи, когда в одном театре актеры, которые со мной никогда не работали, я вот так вот начал работать, и один актер мне даже, помню, смс-ку написал, что как же вам не стыдно, приходите неподготовленные.
Типа, что вы не написали заранее-то свою пьесу? Ну, Вот. понятно, понятно. То есть ему нужны точные параметры, что делать и так далее. Вот смотри, Да. ну, и смотри, Айрат, я тебя же слушаю, да? Да, в наушниках ты, и у Я тебе тебя нет, тебе очень идут твои просто ты, очки. да, ты просто говорил, что переписки в WhatsApp, что я не буду тебя слушать. Я тебя слушаю. Очень интересно. Айрат, Не, скажи, я пожалуйста, боялся, что ты будешь задавать вопрос, ну, то есть, что ты будешь как бы сам больше говорить и даже, ну, говорить моим ртом. То есть, я буду озвучивать твою позицию жизненную. Мгм, понятно. Ясно. Ну ничего, этого не произойдет. Айрат, вот все-таки мне просто интересно, я вот твоими глазами хочу посмотреть на твою кухню. А, и понять твою оценку, да, потому что когда анализируешь какую-то область, прежде чем какие-то планы выставить, ты говоришь плюсы, минусы, да, мне просто интересно с точки зрения театральной культуры сегодня, национальной, она в каком состоянии находится? Она успешно развивается, она в каком-то упадке находится, или она там, спокойно, ну, то есть в том, как бы зрители довольны, да, то есть находятся какие-то новые какие-то, ну, творческие какие-то ходы. То есть с точки зрения тебя, вот с точки зрения, вот если отойти со стороны, вот и посмотреть, сказать, вот что происходит сегодня в театральной, национальной театральной культуре. В башкирской? Ну да. Ладно. Ну да, потому что национальные все-то я не знаю. Я вот, Ну я тебя не могу про это спрашивать, да. Ага. Ну, башкирский, вот, ну, если говорить о нашем театре, то, ну, как сказать, он один из number one по России среди национальных театров. Почему? Потому что, ну, знают его почти, как сказать, знают как хороший театр. Вот. Из национальных, вот, казанские, камаловские, Нет, Айрат, якутские. меня интересует вот именно в республике. Вот сама как бы жизнь, что вот в национальной театральной культуре происходит? В культуре прямо? Ну, в Или в театральном мире, театре? вот. Ну, в театральном мире, вот. Так, ну... Вот я просто для примера тебе могу сказать. Вот после, там, к примеру, 2018 года мы там сделали картину, и, например, 2019 год там в кино мало снималось фильмов. Ну, то есть, так скажем, был такой некий застой, да. Вот сейчас 2020 год, сейчас коронавирус там, да, ударил по нам. Я как бы анализирую с точки зрения, в Татарстане, к примеру, запустили 3 полнометражных картины. Вот. У нас, по-моему, там еще пока, ну, может, запустят одну, может быть, да, 2, может быть. Ну вот для меня это с точки зрения, вот для человека, который хочет, чтобы эта сфера жила, как бы, да, развивались какие-то разные жанры, ну, было какое-то развитие, да, развитие – это изменение. С точки зрения театрального процесса, какие изменения происходят к лучшему, к худшему? Ты можешь какую-то общую картину дать? Ну, это же не в один год происходит, эта тенденция несколько лет продолжается. Вот, ну, до меня был Олег Закирович Ханов под руком. Какая тенденция была, на мой взгляд? То, что творческое руководство, оно ну, стало... как бы первым лицом в театре. То есть, если до этого было постоянно директорское управление, да, и Министерство культуры работало только через директоров, да, а режиссеры, они были, ну, даже если он главный режиссер, он все равно подчиняется директору. И главный режиссер, ну, режиссер это который ходит, ставит спектакли, что-то ну, такой странный, всем мешает. Вот. А вот это руководство творческое, мне кажется, тоже дало плюсы, потому что, ну, даже я как режиссер ставил спектакли, которые участвовали на фестивалях. Вот. Сейчас, мне кажется, ну, такой подъем. Главное, чтобы дальше... Ну, самое главное, чтобы творчество было на первом месте в театре. Чтобы... То есть это очень... Потому что
очень легко и незаметно превращается в имитацию, когда театр занимается чем-то театром, да, но при этом там нету творчества. Таких театров, ну, много в России. Вот, мне кажется, ну, вот этого надо избегать. Вот, а А в общем, национальный, если ну, вот в общем театров же много в республике, в общем общий поток, как да. идет процесс? Ну, я как-то вот не могу оценивать другие театры, я со стороны Мгм. только их вижу. Но у нас в республике, ну, и надо же сравнить с чем-то, да, допустим, вот соседи Татарстан, да, мне кажется, у них общетеатральное и финансовые, и фестивали, вот и форум Наурус они проводят, они как-то больше продвинулись в этом, в организационном смысле. И плюс еще они менеджеры хорошие. Они издревле умели продавать свои продукты, и у них очень хорошо развиты ну, отделы, которые работают со зрителями. У нас это хромает, но иногда бывает у нас по поэтическим критериям спектакли даже, ну как сказать, на более высоком уровне. Но со зрителями мы хуже работаем. Мы пока еще не научились. Мы еще пока ну, ставим спектакли, а вот как привлечь зрителя немножко хромает. Вот. Ну вот по республике режиссеры у нас сильные, мне кажется, потому что вот даже ну вот я за своих земляков рад. Зиннур в Стритамаке, Айдар в Стритамаке, потом вот Антон Федоров, он тоже из Стрельтамака, ставит сейчас и в Москве, и везде. Наши режиссеры в Татарстане очень много ставят, молодые, Ильсур Казакбаев, вот. Мгм. Понятно, понятно. Слушай, ну вот с точки зрения развития, я понял, что достаточно активно идет. Скажи, вот для вашего театра, что является критерием выбора драматургии пьесы, да? Какие являются, вот ты как главный режиссер, что ты можешь сказать, вот это мы должны ставить? Что тема, качество, автор, который там, да, режиссер, который горит в глаза, какие вот, можешь там 3-5 критериев назвать, когда ты говоришь, вот это да, мы будем делать. И почему, из чего эти критерии выстроены? Из концепции развития театра башкирского, есть ли эта концепция? Или это чисто твоя личная, ну, как скажем, оценочное суждение всегда? Ну, смотри, как это. Когда у театра есть или художественный руководитель, или главный режиссер, то это такой, получается, монотеистический такой театр, где, вот, допустим, мое видение, оно, ну, как бы насаждается на судьбу театра. И бывают театры даже, ну, как сказать, почти как антрепризные, где, допустим, нету творческого лидера, есть, допустим, финансовый лидер, директор там или еще кто-то, и он каждый раз приглашает разных режиссеров с разными спектаклями. И там, как сказать, как было раньше, вера в многих богов, да, язычество такое. Вот. Ну, как бы я так думаю, конечно же, должно быть у театра лицо свое, то есть какое-то направление. Грубо говоря, вот о чем мы, да? Вот мы, Башкирский академический театр, мы про что, да? И я свой период, пока буду руководить творчески, я буду, ну, как-то пытаться, ну, как сказать, высказать, найти, искать ну, этот вопрос, про что, да, вот. Конечно же, это не говорит о том, что будет тотально только мое видение. Естественно, будут другие режиссеры, и разнообразие должно быть, вот. Но репертуарная политика, то есть какие пьесы и какая литература подбирается, и
какая будет ставиться, там очень много критерий на самом деле. И иногда даже это настолько интуитивно происходит, что ты не понимаешь, почему, ну, то есть ты потом, анализируя, понимаешь, почему эта пьеса ставится. А иногда бывает, вот у меня несколько раз был случай, вот, допустим, спектакль «Мулла», который больше, ну, около 15 лет идет. Я пьесу, когда начал читать, я ее не дочитал. И я где-то на 4-й странице пьесы уже знал, что вот стопроцентно знал, что я буду ее ставить. Почему, я не знаю. Вот какая-то магия там захватила. Вот. Ну, конечно же, если рационально, я считаю, что если это наш национальный театр, он в первую очередь, конечно же, должен говорить о нашей национальной боли, о нашей национальной радостях, о проблемах, о жизни. Вот. Но, опять-таки, не так, что вот некоторые театры национальные, когда я на фестивалях бывал, вот смотришь спектакль, очень такой примитивный, как будто бы этому, ну, спектакль поставлен 50 лет назад, да. Ты смотришь, ну да, там на национальном языке, ты смотришь через перевод, а потом на обсуждении, когда начинают говорить какие-то замечания критики из Москвы, режиссер или актер там этого спектакля встают и говорят: вы ничего не понимаете, вы даете нам замечания, потому что вы не понимаете, потому что вы не нашей нации. То есть этот спектакль поймет только тот, кто родился, наш, как бы наш. Мне кажется, театр – это такая институция объединения, чем разъединения. То есть в театре даже не наш, он должен в кресле в зрительском сидеть и сопереживать тому, что происходит на сцене. Он не должен себя отторгать от этого действия. Вот. Ну, также вот у нас же национальный театр башкирский, да? И, конечно же, там и башкирские национальные, но в то же самое время наш театр, он еще в городе Уфе. И мне кажется, что вот этот момент немножко у нас упущен. То есть мы в основном ставим спектакли с прицелом на зрителя, который приехал в Уфу из деревни, да? Очень много ностальгических спектаклей про милую, добрую деревню. Вот. А есть же еще целый пласт зрителей молодых, которые уже во втором, в третьем поколении уфимцы. И мне кажется, их тоже надо, ну, как сказать, на них тоже нужны спектакли, чтобы они тоже приходили, смотрели. И поэтому мы хотели бы тоже сделать спектакль про выходцев из Уфы, которые, ну, известны. Вот. Слушай, вот ты так немножко задел старую школу, да, национальных театров, вот как ты говоришь. И все-таки у всех восприятие вот Башдрамтеатра, это вот театр 80-х, 70-х годов, очень ярко представление, да, то есть. И давай вот по философству, скажи, пожалуйста, вот как концептуально, концептно, про что тогда был театр и про что он сейчас, вот чтобы можно было как-то сравнить две этих истории. Ага, понял. Я не могу объективно говорить, у меня есть своя субъективная позиция, и она многим не нравится. Я не очень люблю советский театр, хотя, ну, можно сказать, воспитан на нем. Почему я не люблю? Потому что это был идеологический театр. И, то есть, я, зная другие формы театра, я вижу, что, то есть, я понимаю, что в советском это был, ну, грубо сказать, башкирский и советский театр, 80-е годы, 70-е. Он, мне кажется, он такой был немножко... при этом, при всем, конечно же, большая заслуга была, ну, творческий уровень был высокий, актерское исполнение было высокое. Но то, о чем он говорил, этот театр, это было немножко такое мелодраматическое или комедийное поглаживание зрителя. То есть там не было спектаклей, которые можно увидеть сейчас, допустим, да. Там не было спектаклей...
про правду какую-то. Ну, как бы, и пьесы-то писались тоже. Это вот за 70 лет идеологии даже выработался вот этот стиль, почерк драматурга. Там, если герой, допустим, ну, если он пьет, если он дебоширит, если что-то, то на протяжении пьесы он трансформируется, его берут там друзья, там, допустим, шефство, в финале он перестает бухать, там, ну, как бы, если он советский человек, да, ну, или ставили пьесы про деревню ту же, башкирскую, дореволюционную, где, естественно, богатые все были плохие, бедные были хорошие, бедные с беднячкой влюблялись, богатый стрелял в спину, убивал хорошего. То есть, может быть, единственный, вот, наверное, Мустай Карим, он вышел на какой-то, поднялся чуть выше, и на какую-то вертикаль он вышел, на философский вертикаль. И вот какие-то размышления о сути человека, о том, что такое человек, вот в его произведениях, да. Прям чувствую прям конфликт отцов и детей у тебя в твоем монологе прям. Нет, ну, я просто где-то слышал, что, ну, как и церковь в советское время, так и театр, они не умерли, но их власть приспособила, ну, это же был инструмент идеологии же, правильно? Вот если, допустим, религию, то есть советское руководство провозгласило, что, ну, как сказать, соцреализм, что нет ну, того света, что есть единственное, это совесть, да? Вот, причем это тоже было неплохо, потому что совесть это тоже важно. Вот, и снесли все церкви, все мечети снесли, и в крупных городах-миллионниках, что вот интересно, все театры стоят ну, около там, ну, каких-то административных центров и на месте бывших учреждений духовных, да. Вот наш театр в основном, то есть не в основном, наш театр стоит, там был раньше монастырь, по-моему, ну, какой-то христианский, филармония на месте синагоги. Вот так. Вот. А почему это делалось? Мне кажется, это мои мысли, что руководство страны понимало, что да, религию убрали, но сама вот это, сам обряд хождения людей куда-то и слушать проповеди или там вагаз, да, эта потребность все равно осталась. И приход, он должен куда-то приходить. И придумали, театр заменит это, театр. И также вот фраза Сталину принадлежит. Очень, кстати, мудрая фраза. Он говорил, театр должен быть талантливым и прирученным. Вот, то есть спасибо ему, что он не убрал слово талантливым, да, вот, но как бы через театры до простого люда доводили такие мысли, как что такое хорошо, белогвардеец это плохо, да, вот. И, кстати, вот про кино, Ленину же принадлежит вот эта фраза, важнейшим из искусств является кино. Я вот как театрал, ревнитель, посмотрел кино того, что Ленин мог видеть. Примерно вот эти фильмы. Это вот эти черно-белые немые фильмы, ну там паровоз приехал, остановился, да? Там, это очень примитивные фильмы. То есть почему это важнейшее из искусств? А потом я вычитал и понял, что Ленин-то имел в виду, важнейшее это имеется в виду по воздействию на массы. То есть по ну, идеологии. Ну, это то же самое, что вот сейчас сказать важнейшим из искусств является там ну, какая-то передача Малахова, да? YouTube, к примеру. YouTube важнейшим из искусств. Инстаграм. Да. Слушай, Айрат, вот ты сказал, про что было театр твоего отца.
Мгм. Скажи, пожалуйста, так про что твой театр сегодня? Так, про что? Ну, и, и театр моего отца, и мой театр все-таки, конечно же, про человека. Мгм. Про то, что происходит с человеком в какие-то определенные То есть моменты, да. это не театр идеологии, и это не театр прирученный. Ну, так, вот с этим я борюсь. Как бы не хочется быть таким вот театром, где вот, допустим, инициатива идет сверху. Вообще, мне кажется, в искусстве, в театре в основном тоже, и, ну, в любом виде искусства инициатива должна идти снизу. То есть это группа каких-то азартных, сумасшедших, талантливых людей собираются, им очень интересно, они друг друга подпитывают, интересно друг с другом, и они создают что-то, что является, ну, как бы продуктом их творчества. Это видят зрители. А государство что должно делать? Оно должно помогать, ну, или хотя бы не мешать, да, ну, помогать финансово обязательно. Но ни в коем случае государство не должно, мне кажется, диктовать, какой спектакль, как это делать. Почему? Потому что инициатива сверху, она толкает творческих людей ну, как бы вот на имитацию творчества. То есть, ну, можно уйти в такое формальное, что да, я буду делать и буду получать какие-нибудь там медальки. Вот. Мне кажется, зритель это сразу почувствует. Ну, вопрос возникает, допустим, можно ли совместить какую-то хорошую идеологию с творчеством? Да, можно, если это делать честно. Если, допустим, вот у меня внутри это, ну, как бы неравнодушие, честно, да, это можно делать, и можно делать хорошо. Вот. Скажи, вот у тебя была фраза такая, ты сказала, что... Я просто сейчас... Ну, я не понял, какой театр ты видишь сегодня, но я думаю, что, может быть, сформируется чуть позже. Ты сказала фразу такую, что в советском театре, ну, не было правды, невозможно было сказать правду, да? Что для тебя правда вот сегодня? Что для тебя театр, ну, спектакль или там постановка, правдивая постановка? Что такое? Так, ну вот в советском театре, конечно, насчет правды, это вот, ну, как бы уточнить надо. Там была правда, но она была, ну, как сказать, немного... вот это, мне кажется, это слово родилось в Эзоп, советском театре. Да, эзопов. изопов язык, подтекст, да. Я помню, даже нас учили, мы говорили текст, художественный руководитель тогда, Рифхат Вакилович Исрафилов, он, помню, нам говорил подтекст, типа, что подтекст. То есть ты сказал одно, а имел в виду-то другое. Вот, и вся страна так жила, и театр так жил, да, вот. А сейчас, мне кажется, и пьесы тоже пишутся, ну, когда слово, оно слово. Это как в Евангелии, да, первое было слово, да, а потом образ. Вот, так, какой был вопрос? Так, да, Что советский является театр. для тебя правда? Вот Да, в спектакле «Правда». Ну, мне кажется, сам не... То есть поколение после меня, наверное, это сможет. Я тоже немножко люблю, ну, какую-нибудь мелодрамку там замутить там или еще что-то. Такое вот отвлекательное искусство, да, у нас администраторы любят говорить, зрителю нужно отдохнуть в театре. Зритель и так в жизни, у него проблем много, в жизни много негатива, нужен музыкальный театр позитивный такой, комедийный, вот. Ну, как бы, если честно, я тоже этим, ну, занимаюсь и ставлю спектакли, где, ну, зритель, ну, отвлекается от проблемы, вот. А правда, мне кажется, сегодня, ну, как сказать, мне кажется, я могу ошибаться, что театр, он всегда немножко должен быть оппозиционным. То есть в каком смысле? Что бы, какое бы там руководство, какие бы течения не были в мире, театр, ну, это же как? Театр это же шут, правильно? Это же, ну, как это возникло, я думаю, актерское-то?
король держал около себя шута, да? Все министры кивали, говорили, какой ты умный король, правильно делаешь. Только шут талантливо, стишками мог, извиняюсь, опустить короля, да? И умный король, мудрый король, он не казнил шута, он понимал, что это вот ерничество, это, ну, если уметь это прочитывать, то это приносит пользу. Вот. Мне кажется, театр, он должен говорить о том, о чем чиновники иногда боятся говорить. Театр должен говорить правду, ну, какую правду? Вот правдивую правду, наверное. Ну, и это не имеется в виду с точки зрения Это не имеется в виду политики. чернуха там, да, какая-то? Не в этом смысле, Нет. правильно? Чернуха это тоже. Вот 90-е годы кино, помнишь, да? Там, ну, это же было в каждом фильме наркоманы, да, там авария дочь мента, там, я не знаю, то есть такое ощущение было, что Трагедия в стиле рок, я помню фильм. Да. Ну, были, конечно, талантливые, вот «Игла», да, с Цоем, допустим, да, но очень много же было просто чернуха ради чернухи. Такое ощущение было, что стране, то есть всем творческим людям разрешили. Да, якобы правда появилась и... Да. А это тоже, ну, как сказать, это такая, ну, имитация правды. Вот. Айрат, скажи, пожалуйста, вот ты, будучи, вот сейчас сказал, что сейчас хорошо произошла некая как бы дифференциация, да, то есть сейчас больше теперь работает режиссер, с ним больше работает уже и министерство, и в том числе. Но ты как-то обращаешь внимание на финансовую политику театра? То есть ты смотришь на цифры, ты считаешь какие-то... И ты имеешь отношение к цифрам? Ну как, я тут, слава богу, пока вот мы не сглазить с директором, пока находим общий язык. То есть тут все зависит от того, как с директором складываются отношения. Если, допустим, тянуть в разные стороны, и как бы говорить, кто важнее, кто главнее, да, то это будет, ну, нехорошо, это театр встанет, и коллектив это почувствует сразу же. Вот. Тут я, конечно, не имею финансовой подписи, на мне нет финансовой подписи, я не могу финансовые потоки контролировать, но, общаясь с директором, он мне честно все говорит, и мы вдвоем садимся и думаем. Я тоже не встаю в позицию, вот я по молодости вставал в позицию, что мне не интересует, я творческий человек, вынь да положь, да. Сейчас я вот прислушиваюсь. Допустим, в театре же не только в чистом стопроцентном виде творчества, там же еще есть и такие, ну, какие-то обстоятельства. Допустим, нужен такой спектакль. Или, допустим, декорации мы не можем трехэтажные сейчас сделать, у нас денег на это не хватает. А я вот хочу трехэтажные декорации, у меня замысел такой, да? Так как нет, нельзя, я же не могу обижаться и ничего не делать. И мы находим компромисс, делаем двухэтажные, допустим, или полтораэтажные. Можно сделать на табуретках. Я вот, конечно, это не должно, конечно, становиться каким-то правилам, но иногда я замечаю, что не всегда денежные вложения гарантируют успех. Иногда на табуретках тоже получается хорошо. Вот. Айрат, я вот... ты отучился в Москве после Уфы, и я отучился в Москве. И, в общем-то, эти кадры сегодня... Прошлое как-то повлияло на сегодняшнее настоящее. Да? Скажи, я тихонечко подбираюсь к теме будущего. Вот ты говоришь, другое поколение, ты говоришь в интервью, после тебя что-то сделать. Ты этим поколением занимаешься? Есть ли какой-то пул твоих задач вот, по обучению режиссеров, которые придут потом? Я актеров только выпускал, один курс для башкирского театра, больше я не преподавал. Режиссеров, вот я не знаю, как это делается. Я считаю так. То есть
режиссер это же, ну, штучный же товар, да? То есть я бы мог, наверное, чем-то поделиться, и я с удовольствием это делаю. Какие-то могу даже мастер-классы, могу что-то рассказать про себя, про свой опыт. Но обучить режиссера, сделать каким-то, ну, не знаю, своим учеником, мне кажется, это не получится. Почему? Потому что я же воздействую, я влияю. И у меня профессия такая. Я с актерами даже, когда работаю, я начинаю на них волей-неволей влиять. Я их обращаю в свою религию, да, ну, как бы грубо сказать. Свою А если секту. я... Свою секту, да. Вот. А режиссер после меня пришедший, он должен все диаметрально по-другому делать. И у него не должно быть от меня никакого влияния. Он должен делать свой театр. Он не должен... Вот это драматично, когда, вот, допустим, режиссер стареет, да, естественно, он берет молодого режиссера, режиссера-постановщика и начинает на него своим мировоззрением давить, да. Ну, И... Айрат, просто я тебя перебиваю, у нас 10 минут осталось, вопрос еще есть. Я в ремарку хочу сказать, что, тем не менее, вот, так мне кажется, Табакерка, да, Табаков после себя оставил целую плеяду, да, Захаров, который создал, ну, целую прям и Это с Гориным. Актеры же, не режиссеров он создал. Да, но целые, ну, направления, которые, в общем-то, его пережило. Я хотел спросить такой чисто практические вопросы. Ремонт в театре помешал производству? Производству, да. Ну и прокату тоже, потому что мы же в малом зале оперного театра спектакли показывали, а там всего 180 мест, а план-то у нас остался на 500, план никто не сокращал, и мы не дорабатывали, и приходилось ездить, все эти декорации таскали, монтировщики спины свои посрывали. Вот, а производство... По количеству мы даже больше сделали, чем в предыдущие годы. Вместо 5 запланированных спектаклей мы выпустили 8. Но они были такие мобильные именно, чтобы можно было играть на малых сценах. Вот. Смотри, Айрат, когда ты сказал про театр, ты сказал про человека, да, вот как вот театр сегодняшний, ты сказал театр про человека. И мне сейчас я хочу зацепиться за это слово и перевести этого человека в будущее. Ну, давай поиграем там через лет 50. Что это должен быть за театр, какое должно быть искусство, то, которое сегодня ты имеешь, когда ты говоришь «Эзопов язык», подтекст. Будет ли театр 2070 года, какой он будет, и какой должен быть, какие он должен задачи ставить? Какие задачи, вот как ты видишь театр будущего, какой он должен быть? У меня что-то подтормаживает. Театр будущего. Вот человек, вот я хотел бы уточнить еще раз. Мы говорим, вот я начинал говорить с концепции. И я считаю, что чтобы концепцию написать, необходим образ. И мне кажется, театр и искусство любое, и кино тоже способно как бы создавать, как бы рождать такие образы, которые в будущем появятся в реальной жизни. Что это за человек для тебя, который ты создаешь? Какой человек должен появиться на сцене, а потом в жизни? Ну, чуть-чуть прерывалось, но так я понял вопрос. Ну, мне кажется, человек будущего, который может, ну, как сказать, показать театр сейчас, да, куда стремиться. Но герой, я думаю, ну, обладающий знаниями, то есть как бы с очень развитым разумом. Не интеллектуально только и не информационно только, а именно в сочетании с духовностью. Мне кажется, надо стремиться туда, и, естественно, башкирский, ну, как бы народ, башкиры должны, ну, обязательно думать в первую очередь и об образовании тоже, потому что, ну, как бы, надо вкладывать, мне кажется, инвестировать в детей, в себя, то есть развиваться.
Вот. И, ну, театр, конечно же, отражая, зеркаля, это должен помогать этому. Он должен, ну, как сказать, он должен смягчать сердца и вдохновлять на развитие. То есть зритель... Я, конечно, не верю, что театр может так, хоп, и человека переделать, зрителя. Но сделать его как бы восприимчивым к добру и к развитию он может. Слушай, ну осталось немного времени, да, я хотел бы спросить, вот твои последние награды, которые, в общем-то, прогремели по всей республике, и я думаю, что там все тебя поздравляли. Скажи, насколько, вот ты говорил, что те спектакли, которые там, значит, там принимают в Москве, в итоге приняли в Уфе и дали тебе подтверждение, да? А насколько вот тот продукт, который ты предложил даже, вот слово «национальный», наверное, мне кажется, что не только театр, который играет на башкирском языке, наверное, это тот театр, который пытается как бы раскрыть как бы национальный характер, национальную, как скажем, философию, да, какие-то национальные ценности, национальную пластику. То есть очень много всего, что, мне кажется, присутствует вот как с точки зрения национального театра. Как ты думаешь, насколько сегодня вот этот национальный театр вот присутствует, что можно прийти, к примеру, да, простому человеку, приехав из Москвы, не туда ехать, а из Москвы. Кто-то приезжает, к примеру, с другой области, говорит, я хочу пойти в башкирский театр. Он приходит туда, да, а смотрит, к примеру, пьесу там немецкого автора, да, там классика, там, к примеру, там, или он находит там башкирский национальный характер. Угу. Ну, в театре тут самое главное, чтобы в поиске этого национального характера не уйти в какой-нибудь там центр народного творчества, да, чтобы не было только фольклора. Вот. А мне кажется, национальный характер это... Вот говорят, вот русский характер. Нет, вот, Айрат, вот говорят, я русский не верю дух, русский характер. Русский дух. Я вот в Эстонии ставил спектакль, да, ну, анекдоты ходят, что они тормоза, да нет. Потом, ну, я видел в своей жизни, ну, то есть нет какой-то, вот, мне кажется, черты какой-то нации. Я вот один раз ехал в автобусе в Чикаго, рядом сидела афроамериканка, бабушка вязала шерстяной носок для внучки. И мы разговорились, и у меня полное было ощущение, что это сибайская бабушка из Баймака или из Сибая. То есть, ну, как бы, мы же все братья. Это вот и Урал-Батыри есть, это и в Коране есть, и в Ведах тоже есть, что, в принципе, Адам и Ева, мы все от них. И просто мы башкиры, есть казахи, да, есть там, ну, не знаю, удмурты. Вот этот вот пласт, конечно, есть вот черта, допустим, мы чай пьем так, а они вот так, да, особенность, да, но это не есть все содержание национальности, как-то вот так думаю. И мне кажется, сейчас вот самые ведущие режиссеры и театры, они как-то мультинациональные, они как бы, ну, общие мировые такие, про проблемы земного шара, как бы так. Вот. Хорошо. Ну, Айрат, я тебе хочу сказать огромное спасибо за интервью. Мне кажется, что очень было интересно и содержательно. И хочу пожелать тебе спасибо. Театру, хочу пожелать этому сезону начаться успешно, чтобы он все ваши планы реализовал, чтобы было много зрителей в театре, чтобы Министерство культуры помогало, и чтобы участвовала в развитии, чтобы были у нас развитые фестивали и спектакли для действительно души, для ума, чтобы наш национальный театр развивался. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо, кто смотрел. Пока, Айрат. Рахмат. Пока, Рахмат.